Добрый вечер. Вы смотрите новости на канале Осетия Руштон. В студии Тамила Кцоева. И в начале выпуска коротко о главном. Наша школа очень красивая, все кабинеты, столовая. Новый учебный год и новые возможности. В Кизляре открыли школу с профильными классами, современным оборудованием и точками роста. Что еще приготовили для ребят? Во Владикавказе начали ремонтировать одну из самых оживленных дорог на улице Димитрова. Как избежать пробок и когда движение возобновят, расскажем в выпуске. Дополнительный стимул для того, чтобы люди шли в службу. Благородный и тяжелый труд. В республике с прошедшим профессиональным праздником поздравили ветеринаров. Отличившимся специалистам вручили почетные грамоты и ценные подарки. Подробности через минуту. Глава республики Сергей Минейло передал государственные награды семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Он выразил соболезнования и поблагодарил родителей за воспитание достойных сыновей. Также руководитель региона подчеркнул, республика продолжит оказывать всю необходимую помощь семьям участников СВО. Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, бойцы награждены орденами мужества посмертно. Сергей Минейло и заместитель председателя правительства Александр Новак провели рабочую встречу. Обсудили вопросы социально-экономического развития региона, реализацию прорывных проектов, а также повышение надежности топливно-энергетического комплекса. За счет дополнительной поддержки федерального центра республика увеличила финансирование программ поддержки участников спецоперации и их семей. Также средства пойдут на исполнение условий реализации региональной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ на льготные лекарственное обеспечение и капремонт школ. 160 тысяч взрослых и 98 тысяч детей прошли бесплатную диспансеризацию с начала года. Медики отмечают, обследование помогает определить факторы риска у человека и показания к выполнению дополнительных исследований. А главное, на раннем этапе выявить возможные заболевания. Минздрав подтверждает, люди активно включились в диспансеризацию, приходят целыми семьями. Проверить свое самочувствие на современном оборудовании сегодня может каждый. В этом важном деле помогает в том числе нацпроект здравоохранения, по которому продолжают обновлять оборудование в районных поликлиниках. Не всегда получается приехать и обследоваться на месте, особенно тяжело это старшим. В таких случаях работают передвижные комплексы. Их 11. С начала года они уже выезжали более 600 раз. Медики осмотрели 24 тысячи человек. Мобильные комплексы приезжают в населенные пункты республики по графику. Ознакомиться с ним можно на сайте Минздрава. Определиться с выбором будущей профессии, сидя за партой, неплохая перспектива. Ребята уже в 14-15 лет могут начать подготовку к ЕГЭ и повысить шанс на высокие баллы. В этом помогают профильные классы. Их в новой школе Кизляра много, и каждый уже пользуется популярностью и родителей, и учеников. Какие еще условия создали для детей, в следующем материале. Загадав самые сокровенные желания, ученики запустили в небо сотни шаров, каждый как символ надежды и благополучия. А после на торжественной линейке прозвенел первый звонок. С самого утра здесь праздничная атмосфера, цветы, улыбки и долгожданные встречи после каникул. А для первоклассников этот день по-настоящему особенный. Они садятся в поезд и отправляются в путешествие по стране знаний. Это новый, яркий этап в их жизни, полный открытий и впечатлений. Уже не можем дождаться начала уроков, восхищенно рассказывают дети. Я очень рада, что наступил этот день, потому что я долго ждала, я очень хотела пойти в школу. Поэтому я рада. Мне так понравилась эта школа. Была классная линейка, нам дали подарки первоклассников. Мы все рассказывали стихи. Наша школа очень красивая, все кабинеты, столовая. Все большое. Что больше всего понравилось?
все прям. Первый класс в новый класс. Дети действительно в восторге. Раньше они учились в первой школе, потом их перевели в новую. Она примет больше 600 ребят. Очень красивые кабинеты, тренажерный зал. Наш спортзал просто такой большой. Мы были в шоке. Ну и столовая, конечно, просто... Да, столовая очень красивая. Столовая очень красивая. Мы ждем, не дождемся большие перемены, чтобы наконец пойти в столовую, покушать разные блюда. Новые кабинеты, коридоры, площадки. Здесь есть все необходимое оборудование. Актовый, тренажерный зал и даже кабинеты точек роста. Ребята также могут учиться по профилю. Есть медицинский, педагогический, кадетский, пограничные классы и даже МЧС. Так, в будущем ученикам будет легче определиться с профессией, рассказывают специалисты. Допустим, медицинские наши классы, тесное сотрудничество у нас с поликлиникой нашей, с больницей, Владикавказской, Беслане у нас центр, многофункциональный центр, мы туда ездим. В общем, у нас все это очень тесно взаимосвязано, мы это все как бы работаем в сотрудничестве, конечно, да. На торжественной линейке детям вручили подарки от главы республики Сергея Миняйла. Канцелярские наборы в цветах осетинского триколора. В каждом у детей образовательные материалы на осетинском и русском языках, а также 46 предметов – фломастеры, карандаши, пластилин и многое другое. Мероприятие посетила министр образования и науки республики Элла Алибекова. То, что такая современная школа, полностью оснащенная, и медицинский блок, стоматологический кабинет имеется, точки роста, весь педагогический состав на сегодняшний день укомплектован. И, конечно же, то, что дети будут у нас обучаться в таких современных условиях, дает нам надежду и на то, что качество образования в селении оно будет повышаться. После торжественной линейки ученики отправились на их первый в этом году урок. В новой школе, как с чистого листа, у ребят начнется яркая жизнь. Правда, 11-классникам предстоит сдавать ЕГЭ, но с такой подготовкой учителями даже самый тяжелый экзамен им под силу. Алена Агаева, Георгий Гагиев, Новости Осетии. Движение по улице Димитрова на участке от Мордовцева до Штыба временно ограничено. Сейчас там начался капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Этот участок один из самых оживленных в транспортной сети города, поэтому рабочие обещают завершить все в самые кратчайшие сроки. На объекте уже выставили дорожные знаки. Во избежание транспортных заторов и аварий специалисты призывают соблюдать ограничительные меры. Для объезда рекомендуют использовать маршрут в оба направления по улицам Ватутина, проспект Коста, Хитагурова, Комсомольская, Павленко, Цаголова, Гапобаева и Штыба. Свыше 130 миллионов тонн зерновых планируют собрать в стране в этом году. Более 93 тонн уже собрано, 70 из них – это пшеница. Сейчас идет уборка масличных, овощей, картофеля, фруктов и ягод. Начался озимый сев. Его площадь сейчас составляет больше 3 миллионов гектаров. Переход на отечественные семена важно продолжать. В этом направлении уже есть ощутимые результаты. Так, в структуре посевов озимой пшеницы под урожай этого года доля российских семян превысила 90%. Ветеринарных работников Северной Осетии поздравили с прошедшим профессиональным праздником. Отличившихся чествовали во Дворце молодежи. Им вручили грамоты, благодарственные письма от имени главы региона Сергея Миняйла и подарки от Министерства сельского хозяйства России. А 10 молодым специалистам передали ведомственные награды. Так отмечать врачей стараются каждый год. Как подчеркнул руководитель управления ветеринарии Сослан Кокоев, это стимул расти и совершенствоваться дальше. На мой взгляд, награждение ветеринарных наших молодых специалистов – это дополнительный стимул для того, чтобы люди шли в службу, чтобы они понимали, что их труд, он оценивается, что руководство управления ветеринарией, оно уделяет особое внимание молодому подрастающему поколению, я имею в виду в плане ветеринарной их деятельности. Без пробок и лишних нервов водителей. Над объездной трассой Владикавказа дорожники ведут особую работу. Объект долгожданный для всех жителей региона. А вот не менее важный участок Алагир-Владикавказ почти готов. Специалисты планируют запустить его в ближайшее время. О нюансах и тонкостях расскажет моя коллега Алена Агаева. Город действительно вздохнет, и весь транзитный транспорт обойдет Владикавказ.
Больше никаких пробок, а главное отсутствие фур на улицах Владикавказа. На объездной дороге строители работают каждый день, практически без перерывов. Больше 70 человек и 47 единиц техники. Действительно важный для республики объект. Его ждут не только автомобилисты, но и все жители. Работы начали с расчистки растительного слоя, то есть загнали бульдозеры, расчистили растительный слой, после чего начали разбивать ося трассы и возводить земполотно непосредственно съезд 3.2, над которым пойдет будущий путепровод, и съезд 3.1, по которому уже пойдет основная дорога, то есть через путепровод 5. На транспортной развязке при пересечении с Московским шоссе в этом году выполнят комплекс работ ниже нуля. Завершат монтаж очистных сооружений, а также возводят земельное полотно. Работы выполнены уже на 70%. Планируют устройство шумозащитных экранов протяженностью более 3 километров. На трассе установят современное светодиодное электроосвещение. Все для безопасности дорожного движения и комфорта водителей, рассказывают специалисты. В этом году будет переустроено большое количество коммуникаций, таких как городское водоснабжение, футляр которого мы уже сделали на 70%. Объект разбит на 3 этапа. Работы на них ведутся одновременно. Все контролируют от качества материалов до соблюдения сроков и расходов. На трассе установят дорожные знаки, ограждения и завершающую вертикальную планировку. Готовность этого узла 80%. Освещение уже готово. Осталось уложить 3-й слой асфальта и доработать откосы. А вот объект Владикавказ Алагир запустят в ближайшие 2 недели. Этого участка дороги ждали особенно, подчеркнули специалисты. Польза будет очень огромная. Разгружать спальный район от этих многочисленных фур и больших грузов. Это будет огромное значение иметь. Поток увеличивается разами, и она необходима, 100% она необходима для республики. Масштабную стройку завершат в ближайшее время. На 15-километровом участке будут 9 очистных сооружений. Вдоль трассы также высадят зеленые насаждения. Алена Агаева, Лана Бзыкова. Новости Осетии. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и не переключайтесь.